Каждый раз, когда показывают в кино «Мой край», почему-то начинают с Пурги, с морозов, а заканчивают полюсом холода, как будто у нас все 12 месяцев зима. Конечно, тундра есть тундра, а тайга — тайга, но старики говорят мудро: от доброго взгляда даже земля молодеет. Я люблю эту пору весеннего разлива, неудержимого буйства и прозрачной красоты. И первые весенние цветы. У нас их называют нюргусун, подснежник. Они всегда мне напоминают трогательную историю девушки, имя которой тоже Нюргусун, подснежник. Это давняя легенда наших якутских Ромео и Джульетте. Большой колым дает князец Сарбеке отцу девушки, и тот продает свою дочь за связку дорогих звериных шкур. Женой богатого дурака должна стать Нюргусун. А девушка любит бедного охотника Лоокута. Она еще не знает о грозящей им беде. Ну, как во всяком народном сказании, все кончается хорошо. Я же говорил, что все закончится хорошо. А на этот раз и того лучше. Спектакль Народного театра из далекого Таттинского района был показан не где-нибудь, а на сцене Кремлевского театра. Главную роль Нюргусун исполняла режиссер театра Ирина Максимова. В самом деле, рождаются на якутской земле и народные артисты, и артисты из народа. Однако, скажете вы, приглашал нас в весну, а судя по всему, мы войдем сейчас в здание Академии наук. Что же, это тоже весна. Весна науки. Ведь мы с вами попали не куда-нибудь, а на совещание космофизиков. Они съехались со всех концов Советского Союза, представители одной из самых молодых наук. Они изучают космические лучи, и сейчас их мысли там, во Вселенной. Thank you.
счастлив, что ровесник республики Ариан Кузьмин, ему тоже 40 лет, ведет молчаливую беседу с космосом, расспрашивая, выведывая тайну мирового пространства, как в фантастическом романе. Сейчас взлетят эти шары и унесут в самые верхние слои атмосферы новый прибор. В них, в шарах, водород. Как было бы хорошо, если бы его использовали на Земле только вот для таких мирных целей. Голос спутника. Одними из первых на Земле его услышали мои земляки-ученые, а теперь его слышит весь мир, и самые дальние стойбища тоже разговаривают с космосом. В тундре весна. У нас говорят, сбросит тундра оленью шкуру, снег озерами расплеснется, и поднимутся к солнцу травы миллионами тонких стеблей, и цветами всю тундру вышьет наша северная природа. Чтоб весну почувствовать в стужу, чтоб увидеть цветы под снегом, надо зоркое сердце иметь. В какой-то песне я слышал, поют: у студенческих общежитий 12 месяцев в году весна. А для профессора Семенова весна трудное время. Вот сегодня консультация, а завтра студенты нашего самого молодого и самого северного в стране университета будут сдавать экзамены. Нам с вами повезло. Знаменательный день. Первый выпуск молодых специалистов уходит в жизнь. Что их там встретит? Их повстречают рощи ясные, их в тундре ждет оленевод. Моя республика алмазная к алмазным россыпям зовет, где драги двигаются грозно, плечом раздвинув дикий лес, ковши зачерпывают звезды в тайгу, упавшие с небес. Их ждут строительные краны, и в недрах спящая руда. Зовет их золото Алдана и молодые города, что славой гордой и всемирной навек овеяны стоят, как этот юный город мирный, якутский наш Алмазоград. Якутия, тобой отмечен 40-летний юбилей. Шумит, знаменами расцвечена весна республики моей. И на Вилюе, и на Лене, и на трибунах площадей живой, как жизнь, встречает Ленин весну республики моей. Весна республики. Говоря о ней, я всегда думаю об этих старых друзьях: Петре Павловиче Кочневе, тот, что справа, и Капите Ахметовиче Тахватуллине. Пока они возвращаются с праздника,
Я расскажу вам о них. Вот, например, Кочнев «Сама живая история». Брал Зимний, сражался с белогвардейцами. В 18 году партия направила его в Сибирь добывать хлеб для голодающей Москвы и Петрограда. А через год, в 19-м, вспыхнул красный флаг над Якутском, и поднял его Петр Кочнев. Здесь находился подпольный комитет. Здесь якутские большевики встречались с Серго Орджоникидзе, да и не только с ним, с Петровским, с Ярославским. Таким вот был тогда Габит Тохватуллин. Его детство началось вместе с первым восстанием в Якутске. 18 февраля 1904 года над этим домом, по фамилии хозяина дом называют Романовкой, 57 политических ссыльных подняли флаг революции. В Романовке в клубе революционной славы провожают сегодня Габита Ахметовича на пенсию. А мне представляется, как сквозь комнату, в которой собрались его друзья, невидимо проходят годы, проходит вся жизнь Габита Ахметовича Тохватуллина. Колчаковщина, борьба за развитие промышленности в диких глухих местах, коллективизация и снова война отечественная, дороги войны, окопы войны. 45 лет труда, 45 лет борьбы. Ходят друзья по городу, и все им знакомо, ко всему приложили они руки. Даже к тому, чтобы у подножия Чучур-Мурана, легендарной горы, где собирались на первые маевки революционеры, вырос на вечной мерзлоте невиданный северный ботанический сад. Расти, молодой весенний сад. Растите и вы, наши наследники. Смотрю я на вас, малыши, и думаю, кем вы станете? Оленеводами, геологами, алмазниками, речниками или, может быть, космонавтами? Но если кто-нибудь из вас станет кинооператором или режиссером, не начинайте фильмы о земле якутской с пурги, будто и впрямь здесь все 12 месяцев зима. Она прекрасна, наша северная земля. Она достойна и любви, и песни. Ты прекрасна, как девушка, Лена река. Солнце плещется в синей твоей глубине, и уносятся льдины, как облака, и весна рукава намочила в волне. К океану текут рукава, а вокруг расцветают подснежники гимном весне. Это счастье якутов, как солнечный круг, отражается, Лена, в
своей глубине. Стань к рассвету лицом и войди, как хозяин, в зелень северных хвой, обживись и признай, что на этой земле не бывает окраин, потому что какой же у глобуса край? Верю, сердце мое никогда не изменит, не полюбит ни здешних небес синеву. Я родился на лени, я вырос на лени живу.